вечером президент прибыл в Ингушетию. Это незапланированная поездка связана с последними событиями в республике, которая минувшей ночью подверглась атаке боевиков. Погибли десятки человек. В Ингушетии объявлен трехдневный траур. В столице республики глава государства в течение часа беседовал с глазу на глаз с ингушским президентом Муратом Зязиковым, а затем собрал все руководство республики. Вот что вы... Я хочу, чтобы вы передали личному составу подразделений, которое вело сегодня ночью здесь бой, передать всем благодарность за то, что они мужественно стояли, не сдали ни одного объекта и сделали все, чтобы бандиты не смогли добиться своих целей. Но хочу сразу сказать, что, судя по всему, что здесь происходит, федеральный центр недостаточно делает для того, чтобы защитить республику. Поэтому я уже соответствующие указания Москве дал, хочу здесь повторить на месте. В Назране будет размещен полк внутренних войск. Совместно с Министерством обороны в аэропорту должны быть проведены мероприятия по усилению аэропорта и по закреплению там соответствующей силовой составляющей. Теперь по пострадавшим обязательно, я думаю, что президент вместе с представителем правительства России, я с ним только что разговаривал, должны сделать все для того, чтобы помочь семьям погибших и всем пострадавшим. И все силовые ведомства должны сделать самые короткие сроки, провести все для того, чтобы восстановить здания, сооружения, все, что повреждено было в ходе боестолкновений сегодня ночью. Сразу после совещания в Магасе президент отбыл на Дальний Восток. Вы не помните, что